Сегодня у нас рубрика «Дизайн и кофе». Мы сегодня, у нас в гостях сегодня Исам Артанов, очень крутой специалист, как правильно сказать, Иса, 3D-моделлер, Ну, можешь сказать 3D-специалист. 3D-специалист, да, и визуализатор. 3D-моделлер почему-то многим слышится как модельер, но не путайся, моделлер – это человек, который делает модели 3D. Сегодня хотелось бы обсудить вот это направление в целом 3D, которому уделяется очень мало внимания среди тех, кто вообще с чем это связано, учитывая то, насколько перспективное, востребованное направление, какие большие как для роста, так и для заработка. И хочется именно уделить внимание узкому направлению, это 3D в вебе именно. То есть здесь уже идет коллаборация нескольких специалистов. Вот как раз Хаваш пришел к нам в эфир, я его добавлю. Хаваш, ассаламу алейкум. В общем, он еще не зашел в эфир. Он, видимо, настраивает микрофон. Скорее всего, у него... вот теперь работает. Слышно? Все хорошо. Да. Алейкум ассалам. Уже четвертый раз говорю. У тебя... Ты до сих пор не решил эту проблему с своим микрофоном? Нет, никогда не решу. Это уже принцип. Посмотри на наши аватарки. Принцип, который я слышал. Аватарки. Классные аватарки. Программист многое может, да? Он в чем сила программиста? Взломал мой профиль и украл у меня аватарку. Твою личность. Да. В общем, Халаш, что происходит? Ты в курсе? Было бы хорошо, если бы ты и мне рассказал, и тем, кто будет слушать. Отдельно рассказывал Халажу. В общем, сегодня мы говорим о таком классном направлении, как 3D в вебе, где очень... У нас, в принципе, я не знаю, среди разработчиков, есть ли среди ингушей вообще разработчик, который умеет работать вебом. Так, извините, one second. Технически неполадки, да? Иса, в любом случае, мы, наверное, познакомимся. Да. Уже и так видно, меня Халаш зовут, тебя Иса вроде бы, Ты занимаешься 3D-моделированием, да? Да, в общем, скажем так, 3D-направление. Но мы сегодня, конечно, поговорим только о, скажем, таком специфичном направлении, связанном, скажем так, с тем, как 3D как веб-дизайн вообще пользуется 3D. Вот это будет более это интересная тема, кстати. Ну, это то, как я понял это, потому что я не веб-дизайнер, хоть мне это знакомо, в общем, да, потому что базис визуализации, базис вообще арта, 2D арта, 3D арта и веб-дизайн, он практически одинаковый. То есть у дизайна один и тот же базис. Вот, поэтому он знаком мне, я понимаю, да, что как. Пайплайн мне знаком, но, в общем, да, 3D – это огромная, скажем так, большая сфера, и так коротко поговорить не получится сегодня, но мы просто поговорим о том, как 3D, какая связь между 3D и веб-дизайном в наше время. Ну, кстати, да, это интересный вопрос, потому что обычно, когда я вижу, как делать дизайн, я редко, когда вижу, когда какой-нибудь UI UX дизайнер использует какие-то 3D-модели или что-то подобное. Саки Харугат, валикум ассалам. А ты работаешь в какой-то компании или ты фрилансом занимаешься? Я вообще-то фрилансер и работаю именно как 3D-моделер, как визуализатор. Но сейчас я начал уже работать. Мне просто интересно направление от применения 3D в веб-дизайне. И вот мы уже, скажем так, с веб-дизайнером Илезом Азием, наверное, вы его знаете, мы начали такую компанию, да, как бы компанию в смысле сообщества, делать сайты в таком стиле и
Да, вот и наша направленность – это применение 3D в веб-дизайне и с двух сторон. То есть применение его как визуализация и motion графика, ну, небольшая, конечно, motion графика, но отчасти такая, и применение его как, ну, скажем так, на веб-сайте создается своя площадка, которая может работать с 3D-объектами. Но это в будущем, правда. Сейчас мы начали только с работы применения 3D, визуализации, применения motion графики, сделанной в 3D, для решения задач UI и UX при создании там, дизайна сайта примерно. Как я надеюсь, я правильно сформулировал это. Понятно. Ну, довольно понятно, да. По крайней мере, мне, как программисту. Наверное, мне вот Берду хотелось бы кое-что сказать перед тем, как вы, наверное, начнете. У вас, наверное, есть какой-то формат, который вы подготовили. Я как человек, который как программист и вообще не связан, можно сказать, с 3D, с дизайном, и в том числе те, кто нас будут слушать. И в том числе с программированием. Спасибо, Берт. Мы хотели бы знать следующие вещи. Ту тему, которую вы будете рассказывать, это круто. Это на самом деле очень интересно. Но мы как не дизайнеры, мы как не программисты и люди, которые потенциально, которые будут нас слушать и только знакомиться с нашей сферой деятельности, наверное, хотели бы знать, как к этому прийти и что делать, чтобы начать изучать то, что ты сейчас делаешь. То есть в каком направлении двигаться, какие инструменты изучать, какие там программы, я не знаю, там сайты есть для всего вот, обучения этого. Вот это было бы тоже интересно узнать, и думаю, мы, наверное, это тоже затронем. И в том числе, раз уж пошла тема про 3D в вебе, наверное, было бы хорошо показать еще awards и какие-нибудь примеры. Да, у нас заготовлены уже примеры. Да, это прям хорошо. А я со своей программистской стороны расскажу, как можно использовать 3D в вебе, какие технологии использовать. Да, у нас тоже куча вопросов к тебе вот именно. со стороны программирования. И первый вопрос, почему ты не занимаешься этим? Потому что сколько я не спрашивал у программистов, почему вы не осваиваете направление 3D в вебе, там WebGL, Canvas и так далее. И все говорят, это очень сложно. Неужели действительно это очень сложно, во-первых? Во-вторых, можно же использовать фреймворки WebGL-овские, типа 3JS и так далее, которые, наверное, не требуют от тебя рисовать пиксели вручную, там, задавать какие-то координаты этим пикселям и так далее. Ну, можно экспортировать готовые объекты, задавать им какие-то экшены, чтобы взаимодействие было. Вот в таком формате. Я, честно говоря, чуть-чуть пробовал 3D в вебе, вот прям чуточку какие-то модели брал из 3D Max и пробовал смотреть, как они типа используются в вебе. С помощью этого 3JS, JS, который называется. И начало использования этой технологии, оно довольно очень простое. То есть, чтобы взять, использовать эту технологию и импортировать модель и отобразить ее на сайте, ну, там работы максимум на 20-30 минут, чтобы чисто почекать документацию, взять, скачать себе на localhost, ну, какую-нибудь папку, эту модельку, и просто написать путь к этой модельке. Дальше 3JS все за тебя делает. Но это звучит легко до этого времени. Дальше начинается, наверное, кромешный ад, потому что когда тебе нужно элементарно сделать какую-то анимацию с помощью, я не знаю, там, типа мышки, каких-нибудь там, ну, не знаю, параллакс или прочего, вот там уже приходится конкретно потеть, потому что ты очень много каких-то новых вещей узнаешь. Это круто, это круто. А ты в курсе, Хова, что там, кроме того, что ты конкретно потеешь, там и конкретные бабки можешь зарабатывать? Ну, это да. Я не знаю, вот давай плавно к тебе перейдем, я один вопрос задам. И вот касательно именно бабок. Я знаю, что делают хорошие деньги программисты, которые делают сайты с применением 3D-моделей.
То есть, в принципе, как программисту тебе не нужно владеть 3D, да, дизайном для того, чтобы это моделировать, для того, чтобы вот это вот все делать, потому что дизайнер тебе это все предоставляет. Ну да, Но здесь три стороны. Это Иса, это да. я и ты. Ну, как раз мы втроем здесь и собрались. Дизайнер, моделер и программист. Ты делаешь только свою часть, а Иса тебе предоставляет эти готовые модели. Ну, в принципе, да. То есть так и есть. И вот тут, мне кажется, наверное, стоит понять, самое главное, это то, как это вот все использовать. И вот возникает вопрос, наверное, к тебе, потому что ты с этим знаком чуть больше, чем я, ну, в плане именно использования 3D-моделей где-нибудь на иностранных сайтах. Ты не знаешь, сколько на этом зарабатывают? Я, честно говоря, не знаю. Судя по тому, что если зайти на сайт Awards и посмотреть не только там сайты дня, а сайты года, то там в топе все сайты практически основаны на применении 3D-моделей. И вот эти специалисты, их немного, это узкое направление, и поэтому они дороже стоят, эти специалисты, потому что их очень тяжело найти сегодня, в наше время. Возможно, потому что просто люди боятся этого и не хотят в это направление уходить. Думают, что это очень сложно. Возможно, так и есть. Но если, допустим, у тебя есть способности, в принципе, то это очень хорошая, мне кажется, возможность освоить это направление и быть очень Ну, я востребованным. знаю, что минимум 1 миллион стоит, если я не ошибаюсь, вот создание таких сайтов. Если не 500 тысяч, 800 тысяч. Миллион, знаешь, студии, которые в топ-10, в топ-20 в России входят, они лет 5-10 назад, тогда еще у них там, наверное, самая маленькая расценка была. 1 миллион рублей. Все начало от 1 миллиона рублей все начиналось. Ничего себе. Сегодня это будет дороже. Вот. Еще вопрос хотел Исе задать. Иса, вот ты делаешь все, и когда на этапе, когда тебе это нужно передавать разработчику, там нужно как-то вот этот 3D... Я просто сам как-то когда-то пробовал экспортировать 3D-объект в веб, и приходилось очень долго настраивать что с этим объектом какие-то вещи, которые веб не поддерживает, убирать оттуда что-то. Сложно вообще вот этот этап передачи вот этого файла для разработчика. Хорошо. Ну, скажу заранее то, что один раз я с таким... Ну, у меня был опыт, один раз с таким подобным сталкивался, когда нужно было намоделить что-то, потом это экспортировать на сайт, и там у них уже есть движок. Движок пишется программистами. Сейчас Хаваш меня исправит, если я что-то не так скажу. И это, ну, скажем так, говоря простым языком, пакет программ, да, куда входят какие-то возможности. И вот если то, что ты сделал, поддерживается этими возможностями, то ты, конечно, можешь их реализовать. И еще чуть, я боюсь забыть то, что был тут поднят один вопрос насчет того, что нужно сначала загрузить модель, допустим, в 3D, а потом анимировать ее. Можно уже заранее анимировать. Есть, например, в Blender такой формат, как Alembic, он и в Houdini есть. Насчет Max, не знаю, у них там своя Autodesk это политика, они все такие сложные люди, говоря простым языком. И вот эти два формата, они позволяют, кстати, FBX тоже, они позволяют передать анимацию. То есть вы можете, допустим, сделать какую-то анимацию, закинуть ее на веб-сайт, а там воспроизведется ли эта анимация или нет, зависит от того, какая площадка была организована программистами, то есть что они туда запихали, говоря простым языком, какие возможности. И эти возможности будут читаться, реализовываться, если, конечно, там есть своя, говоря простым языком, своя программа для веба, которая может это все воспроизвести. То есть это зависит от того, что туда запихнули, в этот веб, скажем так, сайт, грубо говоря. Сделать все можно и в любом 3D-движке, потом перекинуть, это будет реализовываться.
не проблема. Не нужно обязательно все это анимировать непосредственно на сайте. А вот анимация, которая в самом этом пакете 3D, она насколько, ну, какие там возможности, насколько, ну, есть ли там, допустим, такие вещи, как плавность, там кривые, чтобы анимацию Да. настраивать как тебе угодно? Или в моем представлении там анимации так для галочки сделаны, и они как линейные, или Нет, сейчас? смотри, я как раз таки в конце, может быть, на примере и покажу. Я думаю, показать будет намного информативнее, нежели рассказывать. В этом плане вопрос вообще не стоит, что может 3D. И, кстати, вот не забегая вперед, а возвращаясь назад, насчет того, что веб-дизайн, веб-сайт и программисты должны пользоваться 3D-шками. Не обязательно. То есть тут две задачи. Первая задача – интегрировать анимационный ролик в веб-сайт, на веб-сайт, который был непосредственно изначально сделан в 3D-пакете. То есть, по сути, там верстка идет, и там просто интегрируется анимация. Это, больше об этом знает Хаваш. Я просто знаю, что так делают, а как именно процесс, мне самому интересно. А второй момент, когда вы непосредственно уже интегрируете 3D-объект в пространство веб-сайта, но там уже должен быть движок, который сможет это все показывать, реализовать. На одном из примеров мы посмотрим. Я, скажем так, не выхожу за пределы своей 3D-шности, и просто в общем знаю, как там устроено как вообще в веб-дизайне это устроено, как вообще в этой сфере. В общем только. Вот. Я готовлю все в 3D-пакета, а потом уже там разбирайтесь, говоря простым языком. Вот. Ну, вообще, мне кажется, вот если если получится такая команда, полноценная команда, в которой есть 3D-дизайнер и разработчик, то это будет очень мощная команда и очень, я думаю, легко будет находить хорошие крупные заказы. В общем, я слышал, что ты с Илезом собираешься эту команду организовывать, и Да. очень надеюсь, что к вам присоединиться когда-нибудь найдется программист, который тоже сможет с вами работать, чтобы это наиболее полная была команда. Да, но смотри, еще такой момент. Например, ты как веб-дизайнер, да, работаешь с верстальщиками, да? Это же программист, да, вроде бы. Ты не обязательно должен все понимать, но в принципе тебе понятен. Ты понимаешь, что они могут изображение там перевести, там какой-то формат, там PNG, там JPEG, там и так далее, перевести допустим, в какой-то блок этого же цвета там, или, в общем, принцип тебе понятен, так ведь, Берт? Да, меня здесь отвлекли. Да. В общем, тебе это понятно. Больше от тебя не требуется. Больше не требуется ни от кого. Вообще, как устроена работа в пайплайн вообще любой студии. Каждый занимается своим делом, но он знает, что от него требуется. Вот и все. Вот эта дверь, скажем так, промежуток, да, между ним и, допустим, программистом, что туда нужно отправлять, какие условия. Там это составляет небольшого количества знаний, говоря так. Там не очень много нужно все знать. Хаваш. Извиняюсь, что перебился. Хотел спросить у Хаважа, он, кажется, микрофон включил. Не, я тут просто слушаю вас. Вот у тебя был вообще опыт, что тебе надо интегрировать какой-нибудь 3D-элемент на веб в твоей работе? Не, в моей работе ни разу не было такого. То есть мне это и не интересно именно заниматься именно 3D в вебе. А есть у меня знакомые, вроде бы так дальние знакомые, которые вот этим занимались. Именно 3D-модели, прикручиванием 3D-моделей к вебу. Я вот сейчас пока вы разговаривали, сидел, смотрел вот этот 3JS. И в принципе, это не выглядит прям очень сложно. Я думаю, если... Да, поэтому я и удивился, потому что я сам, как дизайнер, смотрел, пробовал что-то даже сам я пробовал делать, там в 4D Max какую-то фигуру нарисовал, вывел его... Cinema 4D. Подключил этот 3GS к браузеру, к сайту и вывел этот объект в веб. Единственное, в силу того, что я не программист, я не смогу сделать какие-то там
привязки к мышке, и какие-то действия, чтобы можно было с этим объектом совершать. Ну, тут знаешь, что нужно понять? Тут я вот сейчас вот сижу, изучаю этот код параллельно, пока вы разговариваете, и тут нужно понять одну вещь, отходя от вашей темы к чуть-чуть программированию, тут нужно понять такую вещь, что вообще рендеринг, именно вот это вот, именно когда модель, она делает какое-то действие, неважно, там, анимацию, что угодно, и вообще сам процесс рендеринга, это же, по сути, один кадр, да, то есть, получается, когда мы берем модель и превращаем ее во что-то, мы делаем кадр, и этот кадр производит по пикселям, начинает рисоваться, да, и в вебе примерно та же тема. То есть тут получается история такая, что если мы хотим, как программисты, произвести какое-то действие, мы должны на каждый кадр мы должны вызывать функцию, которая будет выполнять вот этот рендеринг. То есть получается, что у нас должна быть функция, которая будет вашу модель брать, и, например, мы делаем движение мышки, и каждое движение мышки, каждый пиксель, который будет происходить при движении мышки, будет делать выполнение функций и рендеринг, то есть рисовать вот эту вот модель и ставить ей определенное поведение. Это ты говоришь, как это все видит там компьютер, сервер, но со стороны программиста тебе нужно просто прописать какой-то небольшой код, чтобы все это выполнялось. Ну, относительно небольшой код, да, скажем так. Кстати, Хаваш, хорошо, перебью, извини, конечно. Насчет этого пока не забыл просто. По сути, да, вот то, что ты говоришь насчет рендеринга и так далее, достаточно просто какой-то движок внедрить туда, который все это сделает на самом деле. Потому что это уже готовый код, который нужно просто внедрить. Его как бы, пакет программ, говоря простым языком, как бы, и он все это реализует. Поэтому я вот сам тоже удивляюсь, почему, зная 3D вообще, да, я удивляюсь, почему программисты видят это сложным, когда они не знают, что такое топология, они не знают, что такое вообще, какие методы в 3D существуют, и вот это, насколько это сложно. Само 3D-моделирование, оно, да, сложно, но взять готовые элементы, там какие-то 3D-шные, да, потом интегрировать их, до этого еще интегрировав в какую-то программу, там, чтобы она могла это все воспроизводить. На самом деле, это процесс, это вообще другой, совсем, скажем так, отличающий процесс от 3D-моделирования. Просто вообще это чисто программирование, одним словом, на самом деле. И я не могу, сейчас закончу просто мысль. Я не могу понять, почему люди боятся вот 3D. Это, по сути, для программиста, что 3D, что для 2D, зная, что такое 3D, я это говорю. Это, по сути, работа программиста. Там нету такого, что если это 3D, это сложно, а если это 2D, допустим, то это будет просто. Вот. Давайте я предлагаю поступить следующим образом. Так как тут тема больше акцентирована на 3D и веб-дизайне, и мы пригласили Ису, предлагаю поступить следующим образом. Он сначала покажет то, что он хотел показать, а я вот сейчас нашел кое-какие примеры с кодом, и чтобы мы не сходили с вашей темы, да, когда вы мне предоставите ваше время драгоценное, я постараюсь вам показать пример. Давай, Иса, я показываю твой экран. Давай пробежимся сначала по Аварцу, посмотрим, какие работы есть в топе, а потом дальше перейдем к твоим работам. Как раз-таки вот хороший такой подход у нас сейчас появился. То есть мы будем рассматривать работы, где применяется 3D, а потом, я думаю, Хаваш нам подскажет, да, насколько он знает, как это можно интегрировать, насколько это сложно, какими методами, скажем, можно это интегрировать. Насколько я знаю, чисто опираясь на свой опыт, да, свои знания, в общем, существует два метода интеграции. Это либо ты интегрируешь готовые уже где-то отрендерные изображения, по сути, ты интегрируешь видео, неважно, где оно сделано, в 3D, в 2D. Я думаю, это понятно, да? Да, кстати, хотел это сказать, Иса. Я в большинстве вот этих сайтов, в которых есть это 3D, там либо это какой-то уже готовая анимация, с которой нету никакого взаимодействия, либо это взаимодействие заканчивается исключительно там скроллом мышки, либо движением мышки, и все. Да. Вот на данном этапе... Да, очень редко бывает, что там прям взаимодействие такое, где как будто ты в игрешке играешь или что-то такое. Да, вот я к этому и веду то, что есть два, скажем так, в общем говоря, два... Кстати, как можно перейти на этот сайт? Пойди назад.
Вниз? Нет, Или вверх? нет, вообще назад, Вообще я имею в виду, на предыдущей странице. Так. Вот где А, нет, список, я скопировал. где список проектов. Где список проектов. Всех, да? Да, вот. Вот, да? Здесь видишь стрелка справа, Вот это? вправо, да, вот. Туда UI нажимаешь. хороший. Даже 3D-шник понимает. Смотри, вот то, что мы сейчас видим, вот, это может быть, это в 2D сделано, конечно, но это интегрировано веб-дизайнером. Так, нажимаем старт. Ну, это видео интегрировано. Так, что-то у нас, где у нас пропуск есть? Ну, видео, да, Вот. это Да, не вот сложно. по сути то, что мы делаем не вот это пока что, мы это можем делать. Кстати, сейчас объясню еще. Мы делаем на данный момент то, что вы сейчас видели видео, что-то в этом роде, только 3D-шное, и интегрируем его как видео. Интеграция как 3D-модель, вот это все, вот это уже нужно знать программистам. То, что мы сейчас видим, да, вращение есть. То есть, по сути, что делают программисты? Они вот эту всю сцену я делаю, допустим, в Максе, в Майе, там, неважно, в Блендере, допустим. Открытие Вот, да. двери, это ты тоже делаешь, да? Это я все делаю, Анимацию. да. Кстати, вот, да, все Я, кстати, логично, догадываюсь, понятно. как это работает. Я примерно догадываюсь. То есть, получается, если ты делаешь модель, это опять же мое предположение, но я в принципе уверен, что это так и есть. Если ты делаешь модель, вероятнее всего ты задаешь какие-то определенные сцены. Там, условно, у сцены Да-да. есть свое название. И получается, мы, как программисты, получаем название каждой сцены и можем Просто ее переключаешь воспроизвести. сцены. Да, по сути, мы, получается, можем воспроизвести каждую сцену. 3D. Первая часть или вторая часть? То есть ты говоришь о видео или ты говоришь уже о 3D-пространстве? Вот это вот, прям вот то, что Здесь, ты сейчас по видишь. сути, что делает данный движок? Мы видим, да, он может навигацию, то есть это все чисто навигация, просчет идет такой, это real-time рендеринг, короче, тут лучи, которые падают, они никуда не отражаются, то есть сюда, поэтому очень быстро все просчитывается. Я это на блендере покажу. Все, что, допустим, сделал 3D-шник здесь, вот это просто картинка, он это намоделил, вот это все намоделил, упростил текстуру, чтобы быстрее все загружалось. Сделал анимацию вот эту. Допустим, там, короче, сказано так, если ты наведешь сюда, нажмешь на кнопку, то есть код, да, то анимация подзагружается такая. Это, я думаю, ты понимаешь, да, о чем я говорю, Хваш? Тут вот ты сейчас кнопку нажал. Да, вот. Да, нажал пишет условия. Все, открывай опцию. А вот это вращение, вот это уже движок, да. В котором это все прописано, который уже предоставляет тебе возможность навигации. Вот и все. Вот этот этап, это, скажем, грубо если делить, да, два направления. Просто это видео, сделанное в 3D, интегрированное. Как обычное видео, как видео, снятое на iPhone, там, не знаю, на что угодно. И второе, это уже интеграция вот этого всего. Здесь, конечно, я это все могу сделать, мне это не проблема, вообще тут вообще все упрощено. К тому же, кстати, интересно, здесь они упростили текстуры. Все, остальное делает программист. Тут веб-дизайнер что делает? Он придумывает вот эти UI, вот этот. Почему? Тут, по сути, работа UI-специалиста, она небольшая. Он придумает, что здесь должны быть плюсики, что здесь должен быть вот этот шестигранник, допустим. Ну, вот это UI-работа. Понятно, да? Я думаю. Ну, я бы не сказал небольшая. Знаешь, почему, Иса? Потому что общий стиль всего, он все равно должен сначала UI-специалист задать, а потом, исходя из этого стиля, уже делает 3D-моделинг. Я понял тебя. Моделер. В плане дизайна ты говоришь, что UI стоит на первом месте, потому что он диктует правила всего остального. Ты это имеешь в виду? Да. Допустим, если дизайнер начинает... Я о сложности говорил. Потому что вот эта модель, допустим, ее делать даже хороший 3D-специалист будет минимум 2 недели делать. Ну, самый крутой может быть сделать за пару дней. Нет, еще салон. Это все нелегко делается. Я тут вижу, как он сетку сделал, упростил, вот она игровая, не до конца. Вот даже видно здесь. Короче, вот это все делается намного сложнее. Вот к чему я веду. Вот сейчас ты видишь, что здесь не очень ровно видишь. Вот здесь, с косой. А это все 3D-шное. Вот это по моей части, допустим. Это он так сделал, потому что он не хотел усложнять сцену. Она и так, видишь, какая зависнутая. Вот. А насчет UI, что я имею в виду? Я имею в виду по сложности. Например, ты можешь это все придумать за пару дней, а моделер это будет делать хорошую модель 2 недели. Потом еще это... Понимаешь, к чему я веду? Да. Верт. А не в том... Да, конечно, если это веб-дизайн, то на первом месте стоит, диктует правила, главное, это веб-дизайнер.
Если это, допустим, было какой-то motion графика, то тогда веб-дизайн, тогда UI был бы на втором месте, потому что в основном motion задает вот эту информацию, да, визуальную. Как бы вот, это вторая часть. Я бы хотел перейти к первой, потому что мы, опираясь на наш опыт, решили начать с простого, а это применение 3D-графики, 3D-графики в веб-дизайне, а не 3D-модели. Сейчас посмотрим, может, что это есть. Вот. А в чем вообще-то, кстати, Bugatti, да? Так, посмотрим. Почему мы именно решили именно вот к такому методу прибегнуть? Потому что, скажем так, это надо что сделать? Accept. Принять, да? Смотрите, тут просто, вот, скройка анимация, вот это то, чем мы занимаемся. Конечно, не на таком уровне, но мы к этому стремимся. Очень круто. Дело в том, что, смотри, Берт, допустим, ты хочешь сделать такой крутой сайт. Тебе нужно здесь часы, которые вот так делают, как ты видишь, да? Естественно, вживую это сделать, практически, мы к этому вернемся, кстати, этому моменту, нереально. Как ты это сфоткаешь, что ты сделаешь там. Это делается, для этого используется 3D. То есть ты, скажем так, художник, ты придумал веб-сайт, ты хочешь его сделать крутым, тебе нужно соответствующий инструментарий и соответственное изображение, то есть материал, скажем так, да? Без него ты не можешь эту всю крутизну сделать. Тебе нужно здесь я знаешь, как говорю, Ханс, ты видишь эти часы? Да, это готовая анимация. Дизайнер сайта, вот этого всего сайта, он сначала какой-то стиль задал, да? Вот, допустим, черно-белый, там много темных тонов. И в соответствии с этим стилем вот этот 3D-объект тоже должен какие-то свои цвета, свет какой-то поставленный, который будет уже подходить к этому стилю. Да, я согласен с тобой. Я понял тебя. Просто, когда я тут говорил про Lamborghini, я имел в виду о том, насколько сложно. То есть на первом месте это UI, конечно, но насколько сложно я имел в виду. Тут больше работы 3D-шнику здесь больше работы UI-дизайнер, потому что тут одна 3D-шка. Смотри, сколько тут 3D-шек? Одна, может быть, это анимация, вот 2 3D-шки, motion графика, 3 3D-шки. Но в основном тут работа UI, то есть я говорю по количеству работы. Это крутой сайт. Что мы делаем? Мы хотим, сейчас немножко понимаю, насколько мы далеко от этого, но все же мы хотим работать именно в таком стиле, где мы можем применять 3D, потому что 3D позволяет решать те задачи, которые, допустим, как ты их по-другому решишь. Вот к чему я веду. Теперь мы здесь видим часы, да? На самом деле это это не интегрированная 3D-модель, это интегрированная анимация, которая сделана изначально в 3D-пакете. То есть то, что мы видим, это кадры, сборка вот этих картинок, которые двигаются. Но они загружены. PNG-секвенция. Да, это Хаваш мне сейчас, скажем так, поправит, если я не прав. Хаваш, насколько я понимаю, вы это воспринимаете как видео, да, получается, говоря простым языком? Набор картинок. Я хотел сейчас про это упомянуть, пока вы там разговаривали. Я хотел сказать, вот вместо того, чтобы делать 3D-анимацию на вебе, я бы, честно говоря, превратил бы это все в набор 3D-картинок PNG. И просто бы, штук 100, например, да, получается, на какую-то одну анимацию, условно. Вот. И уже через JavaScript нужно было бы задать на каждый скролл типа +1, +2. Вот, этим мы и занимаемся. Насколько я знаю, если анимация есть непростая, сцена большая, то использование картинок PNG-секвенции – это плохое решение, потому что это будет, во-первых, очень много весить, и, во-вторых, вот эти переходы между кадрами они будут видны. Если ты их делаешь, чтобы было очень плавно и незаметно, тогда нужно очень много картинок использовать, и будет лучше, если использовать уже прям через 3GS, прям загружать сам 3D-объект, это будет меньше весить. Тут проблема, знаешь, в чем, Берт? Тут на самом деле ты прав, говоря о том, что это будет много весить. Но если грамотно написать код, то можно сократить количество прогрузки самих картинок, то есть оптимизировать это можно. Например, условно, если, например, поднимись на самый верх. Повторяющиеся, да, вот эти? Вот, например, часы, когда у них состояние, когда они еще не развернуты. Вот, например, вот так. Да? Одна картинка.
Да, вот, например, мы как фронтендеры будем грузить человеку только одну картинку. Да. И пока будет идти загрузка, мы ему визуально будем говорить, идет загрузка, он увидит первую картинку. Параллельно мы подгружаем ему еще штук 50, там, например, 60 картинок, которые там будут условно весить под 40-50 килобайт, например, да. И получается, мы оптимизируем, во-первых, процесс именно прогрузки вот этого всего сайта и вот этих картинок. Это первое. То есть если мы грамотно, этот программист сможет сделать. Во-вторых, не все, к сожалению, устройства поддерживают 3D на рендеринг в браузерах. Например, Safari очень, по-моему, нехорошо умеет дружить с 3GS, если я не ошибаюсь. И некоторые браузеры на телефонах тоже как бы не идеально это делают. Опять же, и к компьютерам это относится в какой-то степени, к малой, но относится. И если нужно кроссплатформенное решение, чтобы на всех устройствах работало идеально и одинаково, в данном случае на этом сайте лучше всего, именно на этом сайте лучше всего сделать картинками. А если показывать случаи с Lamborghini, да, то там лучше, конечно же, использовать модель, если прям необходимо это сделать. И тут, конечно же, нужно учитывать, что ты должен знать, каким устройством ты разрешаешь, а каким устройством ты говоришь, чувак, извини, но твой браузер не Ну, самый. обычно такие сайты делаются... Это не история про UX хороший, а история про презентацию какого-то продукта, в котором не столь важна эта кроссплатформенность, чтобы прям на всех браузерах это все отображалось. Это просто больше такая престижная штука, которая есть. Это для вау-эффекта создан. Ну, может быть. Да, давай дальше, Иса. К чему я это? Вот, допустим, такую анимацию сделать, это уже готовая анимация, одним словом. Ну, об этом мы поговорили, я думаю, да? Что я хотел, мне в голову, когда мы спрашивали, все тут идеально, на самом деле, прям круто. Так, пошли дальше. Что-нибудь еще найдем. Кстати, смотрите, Award, да, и тут уже у нас первая, вторая, там, простите, все работы у нас 3D-шные. Вот, я хотел на это обратить внимание. Ну, действительно, самые крутые сайты всегда, не всегда, но очень часто имеют 3D-объекты на Тут сайте. очень легко, конечно. Это портфолио, конечно, 3D-шка должна быть. Так, а можешь в общем... вверх? Да. Наверх. Вот где рука, видишь, слева, где женщина, и внизу. Вот это? Слева. Левее. Еще левее. Ниже. Лево-то для меня лево. Ниже. Вот. А вот это? Да. Вот рука. Можешь показать, это 3D-модель или что это? 3D-модель. Это все 3D-модель. Это просто готовая видео, анимация. Да, просто готово. Посмотри. Хваш. Вот это вообще тренд в дизайне. Вот это 3D на сайте. А вот это вот видео на сайте сделано в 3D. То есть тебе просто нужно видео прикрутить. Да, вот и все. Мы этим занимаемся пока что. То есть мы можем и это делать, но всему свое время. То есть у нас нету... Как? Ты подвисаешь, Берт. Вот это прикручивание видео на сайт, это же не сложно. Вообще не сложно. Да, вот мы этим и занимаемся. То есть наша цель какая? Дело в том, что, допустим, если есть какой-то товар, продукт, там еще что-то, естественно, вряд ли можно найти хорошие картинки, там, изображения там, и так далее. И в этом помогает 3D-шка. Она помогает реализовать, например, где эти часы. Почему-то мне кажется, что это не видео, а канвас все-таки. Вот это Нет, видео. Там анимация в 30 FPS идет. Там прям видно. Да? Где-то у нас... Я это сейчас проверю. То есть... То есть, по сути, мы что делаем? Допустим, в 3D-шке я сделал такую анимацию, зарендерил, эти картинки отдаю программисту, и он делает то, что сейчас озвучил Хаваш с этим изображением, короче. Как бы так. А дизайнер ему говорит, где это должно прокрутиться, как это должно располагаться, допустим, и так далее. Что еще? Здесь вроде бы все просто ерунда какая-то по сложности. Вот это можно сделать, я не знаю, там, за час, за 2, за 3. Кому? Дизайнеру? За день. Как 3D-шник. Ничего себе. А если говорить о часах вот эти, примерно я бы их сделал полностью
Но я, короче, покажу вам другие часы, которые мы сделали, вы поймете, что мы сделали намного сложнее работу. Это можно сделать примерно, и за 2-3 дня. И своей анимацией. Вот эту. Вот эту анимацию 2-3 дня без проблем. Единственное, что придется много повозиться, пока нормальный результат не получится. Но здесь тоже не очень все круто. Ладно, не будем придираться. Так. Ну-ка вот это посмотрим. Это очень банальный пример, кстати. Это, скорее всего, будет квадрокоптер, что такое, если не ошибаюсь. Тут загрузка идет сайта, так? Нет, велосипед. Ну, пожалуйста. Тут, допустим, нужно такое изображение, в интернете его нету, нигде его нету, фотографировать не получается, делает 3D. Допустим, да, условно говоря. Тоже применяем визуализацию. Но это уже как визуализатор. Причем это 3D получается лучше, чем хорошие фотографии. В 3D, нет, я так скажу, если крутой фотограф, он, конечно, сделает все хорошо и быстро. Если 3D-шник, то он сделает как ты хочешь, вот с крыльями, вот летающий там. Например, там тень прям как надо. То есть мне кажется, чтобы вживую такую тень сделать, как с этим велосипедом. Либо отфотошопить, либо в 3D-шке сделать. Ну да, может Вживую быть. они, как делают, я тебе объясню. Они фотографируют с нескольких ракурсов, светотенью потом играются, и потом в фотошопе эти слои где-то они смазывают, где-то они добавляют, одним словом. То есть они смешивают фотографии с различной подсветкой. Вот это уже, вот сейчас объясню. Вот это сделано все в 3D, это видео, во-первых, то, что мы сейчас видим. Точно. Это видео, оно прокручивается в зависимости от того, как вы ведете вот этой вот курсором. А вот эти частицы – это программист. Вот эта частица – это программист. Подсветка – это уже программист. Вот это круто. То есть это не по нашей части, это по части программистов. Это уже другой этап вообще. Иса, ты обещал, что сегодня презентуешь свою работу, над которой ты тоже работал. Может быть, перейдем к ней? Хорошо. Насчет презентации, как бы это слишком громко сказано. Не то, что презентация, а работа. Работа не завершена, но мы решили как бы озвучить, поговорить, пообщаться насчет нее, потому что хотелось бы узнать, в правильном мы направлении идем, по реализации или нет. Работа у нас вот такая вот сейчас, я думаю, она загрузится у нас. Она загрузилась правильно? Вот она. Это видно ее работу? Не видим. Вот сейчас видим. Сейчас. Мы Заранее скажу. Не видели эту работу, да. Мы сейчас первый раз это видим. Заранее скажу то, что, во-первых, это недоделанная работа, во-вторых, она достаточно для того, чтобы оценить. Во-вторых, я там как 3D-шник работал, еще нужно много чего доделать. Просто все, что успел, что я сделал, одним словом. Это типа презентация, что успел, то сделал. Ее еще надо доделывать. Вот. Много чего доделать. Загрузка. О, круто. Шикарно. Да, очень... уже глаз... Сделай еще раз, Иса. Сейчас, подожди. Я типа сделал небольшие презентации, не везде, конечно, потому что, одним словом, времени не было. Типа вот такой. Рендеринг, он не закончен. Это рендеринг реал-тайм, как в Lamborghini. То есть рендеринг свое время требует. Вот типа такого мы сделали пока что. Я не слышно. Ты очень Дизайн, в веб-дизайне у нас Ильяс. Я тебя не услышал, что ты там говорил. Раз. Слышно меня? Раз. Меня слышно. Очень слышно. Иса, вот можешь еще раз запустить? Я хотел кое-какие моменты отметить. Кстати, мы можем нашу работу посмотреть на фигме подробно. У нас там несколько вариантов, это тоже бы хотелось бы обсудить. Ссылку нужно у Илеза взять. В плане 3D здесь прям вообще восхитительно, очень классно, супер. Вот именно анимации перехода, вот появление вот этих текстов, мне кажется, не хватает плавности. Да, я поэтому говорю то, что это не моя работа, я просто это быстро сделал для вот этого. Я имею в виду я тут работаю как 3D-шник, одним словом. И это чисто для презентации, по сути. Я знаю, что тут даже и с 3D нужно поработать, потому что это реал-тайм анимация, по сути. Вот. Тут много чего нужно сделать. Это просто знаешь, как мы начинаем с сырого, потом улучшаем.
чтобы правильное направление взять. Ну, это правильно, это очень правильно. Вот. В этом примере реализовано было через секвенцию или Нет, это просто, через... это все в 3D сделано, и все. Это нужно будет подгружать на сайт, вот это всю анимацию. Как вы вообще вот эту сцену, всю сцену, я имею в виду, сайт это в After Effects все сделано? В 3D-шка полностью в блендере, вот это все, ну, монтаж, скажем так, и анимация надписей и вот этих элементов, это After Effects. А ты можешь еще раз видео воспроизвести после момента, когда часы отобразились? Вот так. Ну, вот эта идея крутая очень, загрузка. Волна, вот это типа... Короче, история этих часов – это для богатых людей, которые катаются на яхтах, поэтому мы туда пытались это... Отражение сюда вложилось спорта, ну, такую иллюзию создать. Это чисто по нашей визуализационной части, короче. Вот. А потом идет уже черно-белая подсветка, и все, она успокаивается. Вот. Если говорить о 3D. Кстати, я покажу сейчас, как это устроено в 3D. К сожалению, Ильяс не смог подключиться, он должен был объяснить, что с веб-дизайном тут нужно сделать, переделать. У него несколько вариантов, кстати. Здесь отражение нужно будет потом поместить сюда, какой-нибудь источник света, потому что, чтобы он форму задал, глубину, подсветка. Тут я не сделал, потому что, чтобы не заморачиваться. Времени не было. Даже прикольно выглядит. Все очень круто. Единственное, это Илья же делал работу в After Effects? Нет, это я делал. Я имею в виду в After Effects, я имею в виду. Я и говорю, в After Effects это ты делал? Да, поэтому это косячно так, потому что, ну, просто у нас времени не было. Мы просто дедлайн себе поставили до 30-го, и все. Окей, понял. Отлично. Вот. Ну, тут еще в конце много, еще здесь должно было что-то появиться, но это мы увидим. Еще, кстати, карточка должна появиться, и потом, это уже самый конец, тут еще какой-то умная надпись, что-то должно появиться, подсветка другая. Ну, уже так. прям очень четко это тоже. Да, шикарно. Хотелось бы вот в этом фигме посмотреть эту работу, если даст ссылку. Сейчас. Фигма есть у нас? Ссылка на работу или Азиев, но ссылки на работу мы не видим. Нет, я сейчас хочу зайти в фигму, потом он в чате нам написал. Да? Или Азиев, да, в чате написал ссылка на работу, но ссылки нету. А сейчас скинет он, скорее всего. Может, он просит ссылку на работу? Нет, это его... На свою. Может, он разрешение спрашивает. Ссылку на работу дайте на мою. Это репетиция. Или он имеет в виду, что надо нас сослать на работу? Работайте больше. Кстати, пока он это открывает, сейчас в блендере посмотрим эту работу. Как это вообще видно, да? Как это в 3D? Это, короче, версия последняя, я пока в ней не очень. Сначала объясни нам, что такое блендер. Что такое блендер? Это уже отдельная тема. Кстати, как-нибудь я поговорю об этом. Это огромная отдельная тема. Это для 3D-моделирования, да, программа? Да. Это типа 3D Max, да, это 3D Max, но без всяких вот этих вот болячек, которые в 3D Max. Это одна из сцен. Кстати, насчет реал-тайм движка, который мы видели в этом. Здесь можно подгрузить его. Так. Ух ты, как он зависает, а. Это мы сейчас работаем на этом. На моем компьютере. Да, поэтому он зависает конкретно. Так, назад. Угу. Это анимация. Я все не загружал, чтобы только то, что было. Как бы вот так это сделано все в 3D. Кстати, вот это реал-тайм движок. Он намного быстрее. Вот. А вот это уже Cycle. Кстати, 10-й Cycle, он очень быстрый. Недавно вышел. Достаточно быстрее. Сейчас в шоке сижу. Cycle ты что используешь? Cycle – это уже движок не реал-тайма, а именно тот движок, который... Ну, тут просто материал не назначен, поэтому... Он... Да, тут, в принципе, в блендере можно и кусками обрезать, чтобы себя отрендерить определенную вещь. Я когда комнату делал в блендере, то вот именно Cycle использовал для того, чтобы именно... То есть, что в блендере охренеть как круто, ты можешь вырезать определенную часть и ее отрендерить, чтобы понять, правильно ли ты двигаешься или нет. Вот это я тебе сейчас такое открытие сделаю. Это можно практически во всех движках.
Так, Да? у меня было тут... Да, практически во всех. Давайте новую создадим. Так. Когда ты 3D Max изучал, там вообще Это боль зависит. была вроде. Это встроенный движок. То есть, может так, можем это сделать. Так, я только недавно на блендере, поэтому... Мгм. Вот это уже то, что мы видим. Это рендеринг, это не real-time. Вот это не real-time. Вот это real-time. Сейчас. Где-то. Вот это real-time игровой. Это то, что мы видели на сайте. А в чем разница? Разница в том, что Cycle, он, видите, тут просчитывает несколько раз отскоки, а в Eevee, это движок real-time, игровой движок, он этого не делает. Ну, качество, естественно, хуже, но все спокойно. По сути, мы вот так можем эту модель загрузить на сайт, и кто-то может так смотреть. Но, конечно, ее нужно упростить, потому что я ее сделал не для вебки, а сделал для визуализации. Сейчас сетку покажу. Вот она очень сложная. Почему не Cycle не используют? То есть лучше это, всего же использовать именно Cycle? Смотри, Cycle и Eevee – это просто название, а типы – это Eevee – это тип реалтаймовый движок, а Cycle – это тип, который просчитывает физически корректно, так, рендеринг физически корректный, то есть там PBR и все такое, то есть отражение, преломление. Тут, например, стекло, оно не отражает, не преломляет, допустим, да, по сути. Когда ты экспортируешь, ты, то есть, получается, просто модель отдаешь? Да, я вот эту модель с текстурой, ну, упрощенная, это сложная модель, смотри, сколько тут полигонок. А я и упрощаю, а здесь мне не нужно упрощать, потому что это все сделано для визуализации, для видео. А упрощаешь зачем ты ее? Для того, чтобы она быстрее грузилась? Да, на вот этом, где-то вот здесь вот. Где-то у нас было Lamborghini. Вот я же тут показывал даже то, что здесь, например, что-то она ушла у нас, да? Здесь видно, что сетка, она какая. Вот видишь, даже то есть артефакты. Потому что сетка не плотная, она очень легкая. А по-другому этого не работало бы. Вот. А здесь она у нас для визуализации, поэтому ее плотно сделала, чтобы видно было вблизи. Кстати, это был EV-движок, то, что мы смотрели. В Cycle он намного лучше выглядит. Так, это EV-движок. Вот, потому что здесь уже физически корректный расчет. Тут можно еще даже увеличить, усложнять. Ну да. А насчет, да, как бы так, что еще тут осталось-то по работе-то? А сейчас нужно веб-дизайн обсудить с Лезом. Обязательно. Потому что там основной сок по UI. Так, вроде бы все. Так, он скинул ссылку? Он скинул, просто я на другом компьютере, у меня телеги нет на этом компьютере. Он скинул, открой Telegram, и там в комментариях под последним постом он скинул ссылку, можешь открыть. Здесь есть телега, да? На другом. Я могу ее? Давай, Халаш, ты открой. Да, просто чтобы не лезть. Скинь нам ссылку просто. Зайди в StreamYard, зайди в private chat. Я скинул ссылку. Так, Илис, думаю, вы лучше объяснить, чем я. Тут Берт поможет, я думаю. А некоторые моменты мы объясним, кстати. Я смогу объяснить то, что связано с UX. Да. Вот примерно вот такие идеи у нас были. Так, как тут устроено это все. Идеи типа сначала часы, центральный элемент. Это были такие идеи, в конце концов, на этом останется он лучше, я думаю. И вот такие идеи были, короче. Вращение. Тут еще человек может, типа, посмотрел часы. Кстати, еще забегая вперед, у нас 3 типа часов. То есть у нас часы, короче, Rolex 47, 42, 37 и яхта 2 яхта. Синие уже где-то. Типа здесь их можно переключать. Вот так. Раз, два. Просто мы это еще не сделали. Вот, типа сюда заказ, доставка, или просто оформляешь, чтобы потом прийти в магазин и купить их, потому что они дорогие, они стоят 2,5 миллиона. Типа ты заранее говоришь им о том, что собираешься прийти, чтобы они тебе типа упаковали. Ордер. Вот типа того. Хажилцин. И много у вас таких часов в наличии? В наличии, в 3D или в жизни? В жизни. В жизни пока их нет. Начинаем с 3D, потом может в жизни появится. Ну так, тут я вижу скролл, он переключение экранов идет. Не плавно скролл, а вот как ты показывал. Один экран сменяется на другой. Ну, это уже дело, это уже под конец можно подкорректировать, как это лучше. Это уже у нас вопрос стоит, как лучше, мы спрашиваем уже программиста, потому что он лучше знает, поэтому как бы. А насчет... Да, потому что я и спрашивал, какое разрешение. Кстати, лучше было сделать вот такое вот отображение, потому что оно выглядит
Ну, глубина создает когда вот это вот, нежели то, что я там сделал. Здесь даже лучше получилось. Почему? Это недоделанная работа, кстати. Вы Вот. же можете создать в Dribbble и в Behance команду, там же, ну, кроме того, что ты создаешь свой профиль, там есть возможность создавать команду, назвать ее как-то и выкладывать вот эти концепты туда и раскручиваться как команда. Это было бы очень здорово. Да, вот ты же знаешь, Берт, какая у нас проблема. У меня лично, то, что я не могу раскручиваться. Так, don't save. И, кстати, типа вот такие моменты. Насчет анимации. Тут я упустил это, ладно. Ну, можно, смотри, вот анимация как выглядит. Кстати, Хаваш, просто ты вот только это делаешь. Так, сейчас она потом загрузится. И даже Blender тормозит. Так. Тут я ограничил вот эти вот движения, чтобы можно было потом вот так анимировать спокойно. Здесь создаются ключи, потом это все выбирается, допустим, да, экспорт Alembic. Alembic позволяет воспроизводить уже не то, что объект, но и анимацию в другом движке. Сохраняется анимация. Плюс FBX то же самое делает. Да, FBX то же самое делает. Как-то так это работает. Потом ты можешь это интегрировать, вот этот объект с анимацией в веб-сайт, куда-нибудь на движок, сюда вот, допустим. Так, примерно так же было вот это анимировано, вот эта дверь. Все. Анимация начинается после щелчка. Как бы так. Что здесь, Берт, что ты можешь посоветовать по фигме? Где она? Куда она делась-то? Куда делась-то фигма? По-моему, ты закрыл. Закрыл? Так, тогда еще раз. Нажми Alt-Tab и посмотри вкладки, какие у тебя есть. Вот. Все, я заново зашел. Вот. Как бы так. Ну, идея такая. Ну, тут много чего нужно доработать. Ну, так, в принципе, здорово, но пока во весь экран у себя не открою, не посмотрю, трудно сказать, что там можно улучшить. Может быть, вот эти цвета серые, я бы их, может, чуть-чуть темнее сделал. Это первое, что я сейчас могу увидеть и сказать. А так вроде... Чтобы контраст был? Типа выделялись? Да, вот слишком светлый серый цвет, он немножко грязновато выглядит, и вот эти часы, они, премиальность не так хорошо передается, когда цвет слишком светлый. Вот где темнее фон, там часы выглядят премиальнее. Так это ты это скроллишь или кто? Я скроллю, да? Нет, это ты. Просто он проматывает слишком быстро, я думаю, еще кто-то скроллит. Да, ну, должен быть какой-то... Ну, поэтому я говорю, здесь я сделал просто освещение такое черно-белое, более лакшери, да, здесь, чтобы эмоцию передать, вот это океан, motion, это океан, вот это все. Ocean, вот это. Типа... Глубину не придает, должна быть глубина. Вот здесь? Сцены. Я имею в виду задний фон, если его сделать темнее, вот появится какая-то глубина. Нет, за часами, которые давай тогда вернемся, сделаем это. Вот это, да? Мы не можем это сделать, сейчас не все это делать. Нет, здесь это видно. Вот серый цвет фоновый, надо его темнее, мне кажется, я думаю. Может, кстати, просто когда процветка теряется. Нет, я не думаю, что ты ошибаешься, надо посмотреть все варианты в любом случае. Как бы так, отрендерить это с нуля, доработать, я думаю, можно будет уже это. Кстати, Элис тут на связи. Молодец, так, в общем, очень круто, Элис, и ты, машаллах, здорово. Кстати, вопросы так, были, да? Таких, мы прошлись уже по вопросам, которые были. У нас времени не так много осталось. Хаваш нам обещал что-то показать. Может, Хаваш, ты перейдешь, потому что на 3GS. Элберт. Элес молодец. И Хаваш молодец, я забыл. Вот это другое дело. Дико извиняюсь. Вот это другое дело. Просто ты по умолчанию молодец, я думаю, не надо говорить. На сегодня прощаю, конечно. Кстати, у нас сообщество такое, хоть и небольшое, но у нас там такое правило, самое ненавистное слово, самое вредное слово, которое может быть, это молодец, это расслабляет. Да, мы скажем, с такой философией работаем. Типа, нет, надо улучшать, как бы. Все плохо, надо говорить. Да, сейчас мы говорим это все, это понятно, это... Но это, честно говоря, вообще не мотивирует. Я раскрыл наши секреты. Здесь намного лучше появилось, вроде бы, да.
Вот. Кстати, насчет этой анимации воды неплохо, да? Или как? Я на своем экране Сейчас, почти ее не вижу, может быть. Где? сейчас после того... Часы как бы сталкиваются, касаются океана. Слегка волны пошли. Не видно, да? На этом экране у меня нет, по крайней Ладно, мере. потом Видимо, покажу. через стрим это не видно. Здесь нужно было посветлее сделать. Это не подходит, да, насколько я понимаю, изображение, или как? Можно лучше подобрать. Да, не очень подходит, потому что у тебя Здесь нужно сделать темная тема и такая резко. светлая, То же яркая. самое мне говорили, то же самое говорили. Значит так, я сейчас ищу просто примеры. Кстати, вот эта идея взята с первой, типа волны расходятся, типа она заполняет, типа в себе внимание привлекает вот после того, как они... Выбираешь часы. Ну, это сейчас популярно, я думаю, даже не только сейчас вообще. Я имею в виду анимация, когда кружок, он заполняет все с собой, как бы. Да, это Все тоже внимание красиво. на главный элемент. Здесь еще что-то должно было получиться. Здесь, я думаю, сделать как? Здесь подсветить его вот здесь, другой подсветкой, чтобы, как бывает в ювелирных магазинах, где-то темнее, где-то светлее, что-то в этом роде. Ну, что Да, такое, да. что в темноту уходило. Сияние. Ну, как бы, да, некоторые места посветить. Все, А. куда-то что-то. А, Так, кстати, они Хваш, же ты можешь... светятся, эти часы, в темноте, поэтому мы это еще придумали, что такая загрузка. это типа кварцевый, да? Да, чтобы это подчеркнуть, как бы. Давай я вот. свой экран буду Ну, шарить. было много идей, на самом деле. Мы еще motion хотели туда добавить. Ну, ладно, не хватило сил, короче, для начала. Чаю. Так, я добавляю экран Хаважа в эфир сейчас. Насколько мой экран Ой, выключен? я добавляю, ты удаляешь. Насколько хорошо видно картинку? Бесконечность мы видим, хорошо Бесконечностью. А вот сейчас вот что сейчас. видно? Хорошую Сейчас картинку. хорошо. Вот, отлично. Ага. Ой, какой широкий у тебя монитор, Хаваш. Да. Ерунда. По сложности. В целом Ага. видно, Да. Ага. Я просто сейчас смотрю разные варианты, хотя бы не очень сложные. Коротко, давайте быстро пробежимся, посмотрим, чтобы понятно было, что тут вообще в плане программирования. И Да, очень важно. Будет завершать. Значит, смотрите, что тут вообще происходит. Я взял самые простые примеры, которые могли быть. Прикольная анимация. Это заставляет посетителя находиться на сайте, по сути. Да. Намного больше причем. То есть это можно сделать, например, пока анимация идет, как минимум. Ну, типа будет смотреть. Тут еще вот такой простенький вариант есть. Это в зависимости от мышки. Типа параллакс, но это не сказать, что параллакс. Это в зависимости от мышки, чтобы сцена переворачивалась, разворачивалась. Сам 3GS, если кому интересно, я Telegram выключу. Вот так. Сам 3GS, он вот так называется 3GS, как бы это странно не было. Тут есть очень много разных примеров того, где и как его используют. Типа вот единственное Medal of Honor хочу посмотреть, поностальгировать. И если не прогрузится... Ага, это у нас получается видео. Ну, в принципе, это просто получается обычный HTML. То есть тут, короче, разные примеры приводят, как и где использовали. Тут можно посмотреть документацию этого 3GS. Скажу сразу же всем тем, кто захочет его использовать. Легко не будет никогда в жизни. Потому что тут придется попотеть, и попотеть конкретно. Стоит ли это того? Стоит. Как говорят американцы, кашу есть тоже нелегко. Да, в какой-то степени. Почему стоит? Потому что, как сказал Вернер Берт, ты будешь более востребованным программистом. Но опять же нужно понимать, востребованным в какой сфере деятельности, если говорить про фронт-энд. Если хочешь делать просто сайты, делать какие-нибудь там обычные приложения, тогда смысла нет это учить. Если ты хочешь взаимодействовать с 3D-моделями, если ты хочешь там какие-нибудь прикольные сайты делать с анимациями и за это получать хорошие деньги, то да,
тогда стоит... Хорошие, потому что это сайты в основном премиальные сайты. Чаще всего их заказывают какие-то премиальные бренды, чтобы Ну, плюс ко максимально... всему, это репутация для самого программиста огромная будет, потому что это прям сильно показатель того, что ты хороший JavaScript-разработчик. Отмечу, не React.js, там не Angular, а именно JavaScript-разработчик. А это тоже в какой-то степени довольно очень большой показатель. Вот как-то так. И касательно о самом коде. Я чуть увеличу, чтобы было видно. Вкратце я не буду сидеть, рассказывать, что делает каждая вещь. Я не изучал этот код. Пока ребята разговаривали во время трансляции, я так мельком пробежался по каждой части и посмотрел, что тут происходит. Коротко, если говорить. Если я сейчас возьму вот эту функцию «остановлю», то, по идее, мы видим, что какая-то часть у нас не воспроизводится. Насколько я знаю, наверное, что-то из этого или 3D, или же PNG-шки. Вот эта штука main, то есть это не функция самого движка. То есть ты сам написал функцию, вот main, и сказал, типа, когда человек загрузит вот этот вот сайт... Сцена. Да. Показать сцену. Да, сразу же создай сцену. То есть, получается, соответственно, наверное, создаются сцены, которые вот мы сейчас видим слева, сцена справа. И света еще отдельно. Да. То есть, если я сейчас вот это вот отключу, или это PNG-шки, у меня есть подозрение, что это PNG-картинки, потому что мы видим, что тут вот эти вот штуки, если их убрать, то это уже, наверное, не 3D-модели. Вот, это не 3D-модели. 3D-модель, единственное, что это получается сама ракета. Получается, сама ракета – это 3D-модель. То есть какие-то паттерны, которые есть на этом сайте, их можно не делать 3D-моделью. Во-первых, сократить размер самого сайта, прогрузки самого сайта. Во-вторых, уменьшить прогрузки самой анимации пользователя. Получается, единственное, что тут 3D-модель – это вот эта вот штука. И на самом деле это очень легкая модель. То есть единственное, тебе дизайнер отдает просто какую-то модельку. Я не знаю, где человек ее прогружает. Вероятнее всего, где-то в настройках это задается, наверное. Но не уверен точно. Сомневаюсь, чтобы это сам кодом это все писалось и разрабатывалось, потому что мы... вот она. GLTF. Я не знаю, что это за формат. Может быть, ИСА знает. Наверное, можно какой-то формат задать. Мы видим, что получается сцена прогружена, то есть рендер установлен, и функция loop. Эта функция нужна чисто для того, чтобы вот эту анимацию воспроизводить. Там нету такого в 3.js, там, в JavaScript, что ты так нажал play, там, типа play написал, и он за тебя делает. Тебе нужно каждый раз эту функцию выполнять. Вот эта функция, она на каждый кадр, то есть вот каждое вращение, которое происходит, каждое движение, она выполняет функцию. То есть опять же саму себя выполняет. Вот, саму себя. И говорит, сделай что-то. И мы видим, что при каждом выполнении этой функции увеличивается на +1 rotation Y, position Y, и вот. То есть каждый раз функция выполняется, и она вот так вот увеличивает на +1, 0,+1, 0,+1. То есть здесь получается сама анимация, она через код, через JavaScript. Да, вот написано Rocket, это уже наша модель. И у нее rotation, ну, тут, конечно же, нужно знать простая. Ну, тут нужно знать хотя бы какой-то степени английский, чтобы вот понять, что тут происходит. Да. А вот привязка к мышке, Халаж, это сложно? Вот, допустим, я хочу, чтобы, если я курсор веду вправо, чтобы крутилось вправо, если я курсор веду влево, чтобы крутилось влево. Ну, вот, например, на этом возьмем. Вот код. Я его не изучал, но я предполагаю, что тут не нужно использовать функции 3.js для того, чтобы отловить курсор. То есть тут как вот обычный вариант. То есть вот есть 3 функции. Mouse move, touch start, touch move. Это нужно для айпадов, для мобилок, а это нужно для компьютера. И вот задается функция. Ты задаешь функцию, говоришь обычный JavaScript, не 3.js. Ты говоришь, типа, при движении мышки выполняй эту функцию. И где-то, наверное, тут, на самом верху, эта функция выполняется. Неважно где. В ней прописано, что
при движении мышки, вот, при движении мышки, типа, чтобы... Дым, да? Да, Да. типа дым был такой, и вот каждое вот выполнение этой функции ты задаешь, видишь, типа city rotation Y, Вращение там, куда-то, да? вот, вот, да, мышка X, типа по X и по Y умножай на 8, и ты можешь контролировать вот это вот все. То есть... Халаш, ну, так получается, ты все это уже знаешь, а это, по сути, это основные сценарии использования 3D-объектов в вебе. Тебе даже учить это не нужно, ты И все да, это знаешь. И да, кстати, Халаш, это то, о чем я говорил, то, что некоторые функции уже готовы, и ты просто, например, как в этом Lamborghini, там навигация, она готова уже. То есть в самом движке ты делаешь навигацию. А ты да, там показывал пример, да, где там чувак ходил, игровая модель, кажется, да? А там уже 100% это уже подгруженная анимация, потому что в это самом... да, это вот это, подгруженная анимация. вот, Вот, даже видим, смотри. ты можешь Если ускорять сейчас- ее, да? Ага. Вот об этом я и говорю. Есть вещи, которые тебе нужно делать вернее, в 3D-пакете, а есть вещи, которые ты уже делаешь непосредственно Да-да-да-да. в движке. Вот как бы так. Вот Ну, это то, что вот мы ты сейчас прав. делаем. Мгм. Вот это ты прав. Это ты задаешь дизайнер. А я Да. просто, видишь, Да. задаю значения, которые ты мне скажешь. Какие... То Да, есть да, это да. получается input, как Математика, в просто обычном сайте. умножение на скорость, да. Да. Ну и типа вот, короче, вот это вот все ты задаешь в JavaScript, а он вот мы видим, что делает то, что мы хотим. Куда-то вечно Это, убегает. По сути, ты это манипулируешь типа анимацию. Готовые ключи анимации. манипулируешь. опишки, да, получается? Типа Что-то да, типа типа да. опишки. Да, то есть что-то вроде этого. Как-то, короче, так, проще говоря, подводя, наверное, свою часть, могу сказать, что это нелегко, как бы сейчас дизайнеры не говорили, что это легко, это нифига не легко, потому что тут с одной степени легко, то есть саму модель импортировать, подгрузить, это все сделать легко, Но скажи, человек, который хорошо знает JavaScript, для него это трудно или легко? Или он должен легко? знать хотя бы базовую математику. То есть он должен знать какие-нибудь несложные вычисления, как делать, потому что, Умножение, деление. ну, в том числе, ну да, как бы обычная арифметика, но смотри, например, вот я тебе Там показываю косинус пример. применяется еще, кажется, Вот да? видишь, вот кошка. Выглядит Да-да-да. очень просто, ничего сложного. Теперь, если зайти в код, Там синус будут. там, короче, я не знаю, как на ингушском сказать это, если неправильно скажу, не смейтесь. Кахби. Эшк-эмот происходит. Да-да-да, потому что там физически корректно должно все происходить. Это Да. нужно уже подгружать в движок, это не анимация. Видишь? Это уже Вот. движок должен воспроизводить. В какой-то степени движок, но опять же, смотри, вот мышка. Видишь? Смотри, видишь, вот эта вот мышка, она, то есть вот эта вот штука... Это прописано должно быть, да? Нет, не прописано. Ты мне задаешь вот эту модель кошки, а я уже должен, смотри, мышка идет направо. Поведение задавать. Да, поведение вот его я должен, видишь, развернуть вот эту вот линию. Да-да-да. То есть сказать, что если я вот бросаю, то типа граница вот идет до сюда. И вот это вот все я задаю в коде. То есть вот каждую вещь, это обычный JavaScript, тут нету никакой магии, в том плане, что какая-то там используется сторонняя вещь. Это обычный JavaScript. Но логика сложная. Да. Но чтобы эту логику прописать, смотри, элементарно. While — это цикл, который говорит, что до тех пор, пока что-то не будет какого-то там значения, я буду выполнять. И вот это вычисление по факту, оно происходит двойное даже, смотри, оно двойное происходит. И на каждое вычисление ты задаешь какие-то позиции, тройное вычисление, и на каждое движение ты задаешь какие-то позиции там определенным моделям. Выглядит просто. Но по факту... Согласись, для человека, который будет заниматься только этим, только 3D-моделями, если это его основное направление, то это, в принципе, нормально. Да, если, допустим, как у тебя, то есть у тебя же много там задач, ты же, как называется, full stack, чуть ли не full stack, тебе надо разные фреймворки знать, тебе надо базу данных знать, PHP как-то надо знать. А здесь ты должен знать чисто JavaScript, и все получается. Ну и саму эту логику, там, математическую. Просто я, знаешь, к чему веду? Да. К тому, что
сложно будет все, что угодно. Если даже вот не это, если ты даже сядешь React.js учить, это ничем не легче будет, чем вот это вот в какой-то степени. Сложно все, что угодно. Вот все, что ты не возьмешь, это сложно. А если ты единственная причина, по которой тебе это удастся сделать, если ты попробуешь это сделать на самых элементарных анимациях, вот это вот элементарно, тут очень мало кода, то есть, в принципе, ничего сложного. Если ты попробуешь сделать это, я говорю программистам, и поймешь, что это прям кайф, вот прям вот ты такой думаешь, блин, вот движение мышкой вот происходит, вот это все, значит, тебе пора этим заниматься, и значит, ты сможешь зарабатывать довольно хорошие деньги. Потому что я уверен, что React.js выучить не так сложно, как выучить вот это вот. И как верно Берт сказал, таких специалистов мало. А востребованных специалистов, которых и, соответственно, мало, и мы знаем, что платят больше. И больше, наверное, чем React.js разработчику, я уверен. Да. В общем, не слушайте Ты начал зависать на фразе «не слушайте их». И просто не слушайте их. Частично можно прослушать важно. Ну, эта часть относится к программистам, да, вот по 3D-шке. А вот именно то, когда мы загружаем уже готовые видео, картинки, это уже... Это легче. Ну, это легче. Вот с этого мы начинаем. Ну, это я даже могу, как дизайнер. Да, это прям намного... Вот я бы, честно говоря... С этого мы начали. Думаю, вот с этого и стоило бы попробовать. Ну, проще говоря, смотрите, вот мы сейчас про это все рассказали, да, про то, что вот я свою часть рассказал, вы свою часть рассказали, но вы не объяснили главного, самого главного, как вот этому всему начать учиться. Расскажи, Иса, с чего вообще, вот я сегодня хочу стать 3D-моделером, куда мне двигаться? Ты сейчас про 3D уже, это уже отдельный вопрос. С чего начать учиться? Да, коротко твое. Смотри, Глаш, как ты сказал, вот ты посиди, повращай модель, если тебе это нравится, иди, если не нравится, беги, одним словом, как бы так, если коротко. Да. Потому что то же самое, практически то же самое. Плюс к тому же здесь, как ты уже говорил, тут еще намного сложнее, тут еще физика, симуляция физики просчитывается и все такое там. То же самое и здесь в 3D. Если тебе это не нравится, то, душа к этому не лежит, то математику лучше надо не знать, заняться. чтобы вот эти просчитывания, вот это вот все делать, как ты сказал. Не понял. Ну вот именно вот смотри, ты говоришь, с физикой связано. Вот Да. Я сейчас мыслю, я специально мыслю, как обычный среднестатистический ингуш, который не знаком с вот этими понятиями. Для меня физика, в твоем понимании, я знаю, что это значит. В моем понимании это предмет. И я сейчас хочу понять, физика, мне нужно знать эти все предметы, математику, физику, чтобы вот научиться вот эти все модели и как-то их... Нет. Там есть некоторые скиллы, которые у тебя должны быть развиты, как воображение, как, скажем так, не воображение, а трехмерное вот это пространственное мышление. Максимум, единственный скилл, который нужен. Его как-то вырабатывать можно, да? Или что? Для того, чтобы моделить научиться? Да, можно выработать. У кого там бывает, у кого-то он вырабатывается. Но это просто, знаешь, как тема, знаешь, какая... такая отдельная тема, специализированная. Вот. Вопрос стоял вообще-то, сможем ли мы в дальнейшем вот наши 3D-модели, не то что 3D-модели, а нашу вот эту анимацию интегрировать на веб-сайт. Вот, как бы так. Просто эта тема, она очень, очень большая, если о ней говорить, то займет много времени. Вот то, что вы хотите делать, это несложно, это можно, это, в принципе, любой фронт-энд специалист вам сделает интеграцию видео. Вот это самое важное. А то, что там... Ты смотри, даже если говорить о вот этом интеграции 3D-моделей на веб-сайт, допустим, да, вот то, что мы видели с Lamborghini, тут и веб-дизайнер не нужен, тут просто 3D-шник делает модель, а потом уже программист, он знает, каким условиям должна это удовлетворять эта модель, и потом он ее интегрирует. То есть тут даже 3D-шник, он какую роль играет? Роль моделлера, и все. То есть он не играет роль визуализатора, дизайнера, ничего. Это все возвращается к веб-дизайнеру и программисту. А если говорить о том, когда мы используем как часы, там industrial продукт, что-то такое, то тут уже нужно работать как визуализатор, как моделлер, как motion graphic дизайнер. Конечно, не такой там диапазон большой затрагивается.
но все же. А вот у меня вопрос стоял, один самый основной вопрос. Вот, реализуемо, насколько сложно это? Если это не сложно, то, думаю, мы можем этим дальше заниматься спокойно. Именно когда мы делаем 3D motion графику и интегрируем ее на веб-сайт. Как видео. Как видео абсолютно несложно. Я же говорю, я вот как дизайнер, у которого есть небольшие навыки в верстке, я тоже это могу делать. Нет, несложно. А насчет интеграции объекта на сайт, это вообще не по моей теме и не по теме веб-дизайнера. Ну, потому что это чисто программисту возвращает. Это он все интегрирует, там размещает, навигацию делает, там анимацию подзагружает. Я единственное, что могу намоделить, вот и все, чтобы он потом мог это... Он может просто взять какого-то левую модель, рассказать на модель, для чего это делать, не твое дело. Ты готов сделать, готов, тот делает, и тот же использует это все. Как бы программист использует это все для своих нужд. В общем, да, я вот смотрю, у нас уже 1:20 прошло, наверное, уже пора подводить какие-то итоги. Да, зрители уже устали от нас. Поэтому вообще я хочу сказать всем программистам, начинающим JavaScript, кто изучает JavaScript, обратите внимание на это направление. Очень, очень денежное, очень перспективное, очень крутое направление, где есть бешеный спрос, где таких специалистов мало. Если у вас есть трудности, то я призываю вас обратить на это внимание и изучать это направление. Это стоит того. Да, точно это стоит того. В общем, тогда давайте прощаться уже. Иса, что пришел, если тебе есть что сказать напоследок. Да, хотелось бы сказать, одним словом, 3D-шники есть, веб-дизайнеры есть, мы теперь ждем программистов. Если у нас есть такие специалисты, или которые хотели бы этим заняться с нами, мы бы были рады, потому что мы можем только 3D-шить, можем только UI-шить, но мы не можем программировать. Как бы так. И последняя работа, кстати, это по большей степени к программистам относится. Вот это то, что ты вращаешь, Escape, Space. Ну да. Ибрагим Тачиев говорит, не совсем озвучили, с чего начинать обучение в этом направлении. Если ты можешь, Иса, буквально в 3 словах, какие ресурсы, где можно начинать изучать моделирование объекта? На Ютубе, может быть, или какие-то бесплатные какие-то курсы есть? Буквально 3 слова, иншаллах. Я, иншаллах, сделаю еще стрим более подробно и объясню, потому что это большое направление. Коротко не получится. Все, отлично. Это еще лучше. Хочу поделиться опытом своим. Все будет очень хорошо. Да, очень интересно. Тогда, Иса Баркулахаваш. Давайте тогда, ассаламу алейкум всем, кто смотрел, слушал, комментировал.